Усім прывітання, з вами ізноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Я вельмі удзячны, што да нас далучыўся, дарэчы, упершыню ў эфіры Еўрарада, ў жывым эфіры з намі старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве, польскі палітолог Каміль Клысінскі. Добрый дзень, спадар Каміль. Добрый день, господа Жмитил. Давайте пачнем з такога актуальнага надзённага пытання. Гэта старшынства Польшы у ЕС. На паўгады гэта старшынства перайшло да Рэспублікі Польша. І якія чаканні? Вот як вы думаеце, чаго за гэты час паспее дамагчыся дабіцца Польша, у якіх накірунках яна будзе дзейнічаць, і можа быць, вот калі браць беларускі накірунак у гэтым накірунку, што будзе прадпрымаць, якія крокі, якія дзеянні? Прежде всего надо учитывать контекст, в каком мы взяли председательство в Евросоюзе. Мы взяли это после Венгрии. И тут не будем скрывать, это не самый большой секрет, что Будапешт, несмотря на очень положительную традицию наших отношений польско-венгерских, что Будапешт смотрел на Беларусь и на Россию немножко по-другому, очень дипломатично говоря. И когда мы берем председательство, я думаю, что изменения в символической плоскости, в плоскости политических высказываний уже на виду. Есть и будет больше вовлечения белорусской оппозиции в диалог, в сотрудничество. Я говорю по Беларуси, за Россию не берусь, по России у нас другие специалисты, но по Беларуси. Был визит Светланы Цихановской в Варшаве только что на прошлой неделе. Я тоже участвовал в разных частях, в разных мероприятиях, связанных с этим визитом, и чувствовал, слышал, видел, что польские политики, несмотря на партии, из которых они происходят и на основании которых они действуют, несмотря на их политическую принадлежность, они говорят одним голосом, что надо поддерживать демократические перемены в Беларуси, пока их нет. К сожалению, надо удерживать, сохранять санкции, давление на режим. Критика Александра Лукашенко сохраняется. Непризнание псевдовыборов в конце января — это тоже консенсус. Я так понимаю, что тоже польский Сейм тоже будет что-то решать в ближайших днях по этому поводу. И это тоже будет сигнал направления политики Польши. Критика в адрес режима, поддержка для оппозиции, для демократических сил, к сожалению, прежде всего вне Беларуси, пока, но не по собственному желанию. И вот это главное направление. По подробностям, конечно, можно долго рассказывать, не все еще известно. Понятно, что будет большое мероприятие, может, я уже озвучил, буду тут заниматься рекламой, но бесплатной, что в начале февраля, 3 и 4 февраля в Гданьске будет организован Костюшковский форум. Это такая польская главная конференция по Беларуси в рамках нашего председательства. А в прошлом году в Стокгольме шведские коллеги организовали очень интересную конференцию. В мае участвовал, до сих пор я под большим положительными впечатлениями этой конференции. Потом в декабре была белорусская неделя, даже не один день, а неделя в Брюсселе. Ну и наш Костюшковский форум в начале февраля, это будет продолжение этой хорошей традиции уже в рамках нашего председательства. Спадар Каміль, можна я трошечку, можа быць, не так глобальную такую тэму закрану, просто адразу узгадалася, вот вы узгадалі візіт Ціхановскай зараз у Варшаву, тут былі вельмі такія
сустрэчы на вельмі высокім узроўні. Гэта і прэзідэнт Дуда, гэта і міністр замежных спраў, гэта і прэм'ер-міністр, і сустрэчы ў сейме са спікеркай сейма і гэтак далей. Вельмі высокі ўзровень. І звычайна нашы беларусы прывыклі да таго, што калі на такім высокім узроўні нейкае пытанне беларускае было ўзнята, да прыкладу там пытанні там с легалізацыяй, с нейкімі там яшчэ дакументамі там по студэнтам і гэтак далей, калі прэзідэнты паміж сабой дамовіліся, значыцца, можна сказаць, пытанне вырашана. А потым атрымліваецца, што праблема ўсё адно застаецца, і ўсе кажуць: дык як жа ж так, да наш вот там сустракалася з Дудай, яны ж вот это ўсё парышалі. Як это працуе ў дэмакратычнай краіне? Вот патлумачце, я-то разумею, вот патлумачце вы, мне то скажут: ты ангажаваны, а вот польскі палітолог. Вот скажите, два кіраўніка, там два лідера на высокім узроўні нейкае пытанне абмеркавалі, і Ціхановская атрымала ад Дуды, там, я не ведаю, ад Макрона, ад Шольца, там, ці яшчэ ад каго-нибудь словы, што мы будем падтрымліваць, мы будем дапамагаць, мы будем вырашаць. А оно не вырашаецца. Чаму так адбываецца? Потому что демократические страны – это сложные организмы. Это не одна подпись, не один звонок, как в Беларуси известного человека. Здесь шутка, печальная шутка из Беларуси не работает. Я имею в виду шутку, что в Беларуси соблюдаются права человека, и все знают этого человека. Но вот в демократических странах есть все люди имеют право. И тоже чиновники, и министры. У каждого ведомства есть свои компетенции, свои полномочия. Эти ведомства решают в рамках своих полномочий, они иногда пересекаются, надо проводить совещания, надо совершенствовать разные механизмы, находить и идентифицировать проблемы. Это забирает очень много времени, и это продолжается. То, что президенты договорились, как вы говорите, то, что наш президент Анджей Дуда, который всегда был открытым для демократических сил Беларуси и каждый год принимает их в своем дворце в Бельведере, торжественно то, что он обещал помочь, и то, что министр даже обещал помочь, и они действительно помогают, это еще не обозначает, что завтра все будет уже отлично все. Это все занимает много времени и требует времени. Есть, самое главное, есть положительные направления, есть открытость, есть разные встречи, платформы для встреч, адреса, номера телефонов, даже личных, есть у лидеров белорусской оппозиции к нашим министрам, они могут договориться на встречу, и они встречаются. Но то, что не решается за один день, я бы не сказал, что на минус. Это говорит о том, что качество таких решений будет повыше, чем один каприз Александра Григорьевича, который один день все решает в одну сторону, а на другой день все наоборот. И мы это тоже проходили еще в рамках диалога с Беларусью до 2020 года. Я это хорошо помню. Давайте вернемся до таких глобальных темаў і, можа быть, да тэмы вот того выбарчага ці электаральнага рытуалу, які зараз адбываецца ў Беларусі. Шмат спадзяванняў, я так разумею, калі там слухаеш чыноўнікаў там ці прапагандыстаў, на тое, што пасля 26 числа, пасля чарговай, як это там яны кажуць, перамогі такой Лукашэнкі, можна будзе там по-новаму пачынаць размовы з Захадам, электаральны цыкл і гэтак далей. Як вы лічыце і як вы бачыце, для Польшчы што-нибудь зменіцца ў дачыненні з рэжымам і з Лукашэнкам пасля 26 студзеня? Нет, ничего не изменится. Я, конечно, как аналитик обязан смотреть, наблюдать, анализировать. Возможно, напишу какой-то краткий анализ, не слишком долгий, потому что вопрос здесь, к сожалению, простой. Я могу даже и даже должен, я вот так и сделаю, потому что прямо после выборов у меня командировка, я напишу этот анализ еще до выборов, а потом только подробности, какие-то очень мелкие детали могу поменять. Это очень печально, когда аналитик знает заранее, что будет.
кто будет победителем, так называемым победителем на этих выборах. Это уже жуткая имитация политической жизни. Если, например, на последних днях я видел информацию, что Сергей Сыранков, лидер коммунистической партии, защищает белорусский язык, родную мову от Бондаревой. Они там ведут спор, кто более российский, а кто более патриотичный. Мой ответ — это лишь имитация политической жизни в Беларуси, которой нет. И такие выборы не имеют никакого значения для Польши. Все равно самое главное, что продолжаются репрессии, нарушаются права человека, а выборы — это только псевдовыборы. Это ритуал очень печальный, тоталитарный, уже можно сказать, не авторитарный, а тоталитарный ритуал официального Минска, и не более того. Ну, мы чуем ужо ад розных краінаў Еўрапейскага Саюза найперш про тое, што яны не прызнаюць празрыстымі легітымнымі выбары, што не будзе прызнаная перамога Лукашэнкі і гэтак далей. Але Лукашенко не быў прызнаны дэмакратычным светам, і выбары у Беларусі не былі прызнаныя празрыстымі і справядлівымі, пачынаючы з 96-го года. Але гэта не перашкаджала Захаду ўсё ж таки камунікаваць, сустракацца, весці дыялог, і то цеплелі адносіны, то халадалі, але адносіны былі. І той же самы Сергей Навумчык колькі дзён таму напісаў, што ўсё ж таки хай не ў тым аб'ёме, як было раней, але і пасля вось гэтых так званых выбараў Захад пачне нейкія працэсы налажвання адносінаў, да, с улікам таго, што суагрэсары ў вайне, да, с улікам рэпрэсій, але такое частковае, умоўна кажучы, перагортванне старонкі будзе адбывацца. Будзе ці не будзе? Я не вижу для этого никаких оснований, не только в Польше, тоже и в других странах Евросоюза. За все страны Евросоюза не скажу, что точно так. Но мы начали наш разговор от Венгрии. Не будем ожидать, что Будапешт очень жестко, 100% жестко осудит эти выборы, но я тоже не думаю, что они будут их признавать. Это не так. Даже они. Не думаю, что признание выборов даже из Будапешта поступит, появится. Про другие страны я более уверен, что тоже эти выборы не будут признаваться. Конечно, есть некие попытки найти возможности проведения переговоров. Есть тоже забота политическая, такая чисто человеческая о политзаключенных. И тоже здесь белорусские демократические силы, они тоже не едины по этому вопросу, что мы можем в последние месяцы видеть и наблюдать за этим. Но признание выборов и того, чтобы открыть диалог, не будет. Тоже прежде всего из-за того, что Лукашенко совсем уже не рукопожатный, совсем токсичный. И у меня тоже такой тезис, что он не хочет разговаривать на самом деле. Все какие-то нелепые, подчеркиваю, нелепые, несравнимые с тем, что было до 2020 года попытки, чтобы возобновить диалог. Эти попытки со стороны официального Минска, они направлены лишь на дезинформацию и провокацию. Это часть гибридной войны, тоже информационной гибридной войны, российской, подчеркиваю, российско-белорусской, которая ведется с 20-го, как минимум с 21-22 года против нас, против Запада. И на самом деле у Лукашенко настолько глубокая травма последствий печальных для него диалога с Западом, что он не готов уже в своей жизни. Мы не знаем, как долго эта жизнь продлится, но он не самый молодой. Но в своей жизни я уже не думаю, что он готов вступить опять в диалог. Для него это грабли, на которые он уже не захочет наступать.
Ну, палітычны дыялог можа і сапраўды, тому что ну пра што яму гаварыць? Захад ізноўку будзе гаварыць пра дэмакратычныя і празрыстыя выбары, пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітвязняў. Ну і как бы якія выбары, якія празрыстыя? Палітычнага дыялога не можа быць. Тут я з вами згодны, ён ему не цікавы, але гандаль. Яму ж цікавы гандаль. Нездарма ён яшчэ колькі гадоў таму гаварыў, што нам сваю абавязкова трэба гандаль зрабіць, каб было 30-30-30. Ну тогда давайте так. Пока Лукашенко отпускает всех политзаключенных, значит, более 1000 людей несчастных, которые страдают в тюрьмах, потом Запад, конечно, отреагирует как-то на такое. Я не думаю, что отреагирует признанием Лукашенко, но тогда могут открыться какие-то переговоры. Это будет уже конкретика. А насколько это вероятно, что Лукашенко отпустит всех, но я не думаю. И поэтому это тоже говорит много о том, насколько близко или насколько далеко мы от этих переговоров. Спадар Каміль, да вас пытанне як да аналітыка. Вы самі сабе, можа быць, далі адказ, чаму Лукашенко так ненавидзіць Польшу? Здесь разные факторы, разные причины. Мне кажется, что Лукашенко лично тоже очень антипольский. Человек советской закалки, чистейшей советской закалки, причем очень провинциональной, что еще хуже. Образование у него тоже не самое блестящее, мягко говоря. Это своеобразный историк, который Франциска Скорыну, насколько я помню, в Питере поселил. Когда, ну, как Скорына, когда он действовал, Питера еще не было, там были только болота. Такой из него историк и интеллектуал. Он ненавидит Польшу, не доверяет. Человек из Восточной Белоруссии, из деревни Восточной Белоруссии, образован в советской школе, в антипольском, антизападном нарративе. У него тоже есть, думаю, и советники, некоторые, как минимум, очень антипольские. Польша исторически тоже очень удобная для того, чтобы была мишенью. И есть разные стереотипы. Панская Польша, польские шляхтичи, которые ополачивали белорусскую шляхту в Великом княжестве, которые распространяли польское влияние, а потом тоже использовали белорусских крестьян для своих интересов. А потом во Второй Речи Посполитой создали концентрационный лагерь, в котором убивали белорусов. И все эти стереотипы, они действуют до сих пор. Этот праздник, так называемый праздник, День национального единства 17 сентября, который отмечается с 21 года, это тоже говорит о многом. В каком направлении идет историческая политика, антипольская политика, давление на польский костел. Польша является удобной мишенью на основании исторических стереотипов, соседства, активной политики Польши в сторону поддержки белорусской оппозиции и санкций. Белорусский МИД, наверное, наблюдая за нашей активностью в направлении санкций, ужесточения давления на режим. И они тоже понимают, что если исторически и по-соседски, конечно, не по дружбе, но по-соседски указывать на главного врага, Литва, конечно, там у них тоже есть свои претензии в адрес Литвы, но самая большая страна по соседству на Западе, в Евросоюзе и в НАТО — это Польша. И как раз мы, к сожалению, подходим под это, страдают от этого поляки в Беларуси, польское меньшинство, польские школы, польские священники и так далее, и так далее. Я хотел бы вернуться до темы вось гэтых так званых выбораў і попрошу вашага удакладнення. Дакладней, каб вы мне патлумачылі, як все ж таки польскі істэблішмент палітычны успрымае і разумее сітуацыю ў сённяшняй Беларусі. Я пачытаў інтэрв'ю Гжегожа Схітыны у наших калег на Зеркале. Гэта былы міністр замежных спраў Польшчы, які нават
напрыклад цягам месяца выконваў абавязкі прэзідэнта Польши. Ён, кажучы про вот гэтыя так званыя выборы і іх вынікі, кажа, что Лукашенко будзе фальсіфікаваць вынікі. Ну гэта зразумела, і вы про гэта таксама зараз кажаце. Але і кажа про тое, что Польша заўсёды будзе падтрымліваць незалежную і суверенную Беларусь. Але далей я цитую на мове оригинала с артикула: но с другой стороны, белорусы должны показать, что им не все равно, что им важно бороться за фундаментальные вопросы и что они хотят быть в европейской семье, присоединиться к европейскому сообществу, хотят суверенитета, свобода и демократии. Это очевидно, но недостаточно просто знать. Это нужно произнести вслух. Ёсць чаканні, што па выніку вось гэтых чарговых сфальсіфікаваных так званых выбараў беларусы ізноўку, як у 2020 годзе, выйдуць на пратэсты пасля ўсяго таго, што адбывалася цягам вось гэтых 4 гадоў. Вот як вы разумееце гэтыя словы? Я не думаю, что есть такое ожидание. Но интерпретация слов другого человека — это всегда сложный вопрос. Я не прошу интерпретовать слово, я прошу, каб вы мне донесли, может быть, вы ж ведаеце, якія там бачанні ситуации у Беларусі у вот польскіх палітыкаў. Вот як ім бачыцца гэта? Ці сапраўды яны вераць у магчымасць нейкіх пратэстаў, нейкага чарговага ўздыма рэволюцыйнага? И я не думаю, что они в это верят. Если кто-нибудь хотя бы читает наши анализы, которые у нас на сайте Центра восточных исследований, или тексты других экспертов, ведь не только ОСВ занимается Беларусью в Польше, эти анализы, они доступны, но поймет, что это невозможно, что просто контекста нет. Люди запуганы, хотят просто жить, и это понятно. Но я помню, это уже было давно, в 22 году, в феврале, в марте, были какие-то голоса, но больше всего с украинской стороны, чем с польской, что белорусы смирились с тем, что есть, и они как бы смирно, ну, может, не совсем поддерживают, но пассивно смотрят на то, что их страна втягивается в войну. И были разные проблемы. Я слышал тогда много раз, особенно в 2022 году, у белорусов в Польше, что они не могли открыть счет в банке и так далее. Я всегда выступал против такого подхода и тоже в моих публичных высказываниях, интервью говорю, что не надо перекладывать вину режима, несомнительную вину режима на граждан, которые ни о чем не решают. Возможно, имеется в виду, чтобы активность белорусской диаспоры в Евросоюзе была побольше. Ведь, например, что я вижу, и вы, наверное, тоже видите, явка на выборах в Координационный совет, Координационную раду была очень низкой. Понятно, что никто не ожидал от белорусов в стране, что будут голосовать. Это, конечно, их выбор, их риск, но никто как бы не заставлял и не упрекал их в том, что они не участвовали. Это большой риск, но белорусы в эмиграции тоже не очень активно вовлеклись в этот процесс. И это тоже говорит о том, что, может, даже эмигранты слишком занимаются повседневной жизнью, которая тоже имеет значение, но, может, не так, как надо, думают о том, что будет с их страной. Здесь, думаю, есть о чем говорить и о чем думать, но как активизировать этих людей, это прежде всего задача для лидеров оппозиции, чем для польских или, не знаю, литовских политиков. Ну, я думаю, что вы, як все ж таки чалавек, які сочыць за тым, што адбываецца ў Беларусі з Беларусю і як дзейнічаюць лукашэнкаўскі рэжым, ведаеце, што яны зараз вельмі актыўна спрабуюць ціснуць, пераследаваць, нейкім чынам дацягнуцца да тых беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой. Вот зараз плануецца на 26-го у Варшаве вялікі такі форум, канферэнцыя з канцэртамі,
экспертамі, з усім астатнім, і ўжо следчы камітэт папярэдзіў, што мы тут жорстка будзем караць, адсочваць. Мы памятаем, што па выніках леташняга дня волі, прычым і ў Варшаве, і ў амерыканскіх, у ЗША ў гарадах, яны там атрымлівалі нейкія кадры, вызначалі людзей і заводзілі супраць іх крымінальную справу. То есть такі вось спроба пераследу, а калі не могуць дастаць таких людзей, ну і яны не прыязджаюць у Беларусь, і маёмасці ў іх няма, то спрабуюць сваякоў, родных, блізкіх, якія знаходзяцца ў Беларусі, іх нейкім чынам пакараць. Но это, безумоўна, і уплывае на эту ситуацию. Дарэчы, як вы лічыце, ці здольная Польшча абараніць тых, хто знаходіцца на яе тэрыторыі ад спробаў спецслужб там лукашэнкаўскіх, пуцінскіх дацягнуцца да іх? Ну, это зависит от последствий. Если эти последствия, они касаются родственников, друзей, не знаю, имущества в Беларуси, Польша никак не может на это повлиять. К сожалению, ну, объективно никогда мы не должны на это влиять, но, к сожалению, на сейчас там на это влияет белорусский режим, недемократичный и не избранный белорусскими гражданами. Но даже если там были бы демократические власти в Минске, чего, конечно, бы хотелось, Польша тоже не может как бы непосредственным образом повлиять. Это территория другого государства. Но защитить граждан Беларуси или уже граждан Польши, потому что это по-разному сейчас уже происходит, которые живут в рамках белорусской диаспоры, как белорусские мигранты в Польше, конечно, Польша обязана, и все действия предпринимаются. Эти системы, службы и так далее, это недоскональные механизмы, полномочия у них не такие, как у КГБ, и хорошо, потому что не в том дело, чтобы спецслужбы влияли на все и во все дела залезали в демократической стране, но там, где нужно, конечно, Польша обязана и будет защищать. А насчет активизма этих людей можно предпринимать разные шаги. Я не собираюсь тут открывать методичку, как действовать в рамках эмиграции политически активно, сохраняя безопасность своих родственников и друзей, имущества в Беларуси. Но варианты бывают разные. Можно, не знаю, надевать маски, возвращаясь к пандемии, пандемическим приемам. Разные варианты есть. Сказаў Каміль, што не буду открывать методичку, но значит она у яго там ёсць под рукой. Это только спонтанные советы. Методички никакой под рукой нет. У меня хватает работы по другим направлениям. Методичку должны разработать белорусские организации. Это их забота, которые призывают людей на митинги. Это вот как бы адекватно. Если уж адекватно раскладывать эти все задачи. Спадар Каміль, давайте вернемся до тэмы палітвязняў. Зараз у дэмакратычнай супольнасці вельмі актыўныя дыскусіі ідуць, ці не варта дэмакратычным лідарам і ўвогуле дэмакратычным сілам змяніць сваю стратэгію, змяніць сваю рыторыку, можа звяртацца зараз да лідараў еўрапейскіх краін, да палітыкаў, каб яны пачалі перамаўляцца з Лукашэнкам, з рэжымам, неяк, можа быць, прапаноўваць яму нешта, там замарозку там ці там спыненне санкцый ці яшчэ што-небудзь, і ўсё толькі дзеля таго, каб вызваліць, паспрабаваць выцягнуць, выгандліваць палітвязняў, каб людзі пачалі выходзіць на свабоду. Як вы лічыце, ці сапраўды гэта спрацуе, і ці пачуюць еўрапейскія палітыкі такія заклікі да іх, ці варта так вот менять стратегию? Я думаю, что пока не стоит, потому что не видно никаких партнеров с другой стороны. В общих чертах, я тоже об этом говорю еще с 2020 года, Евросоюз открыт для переговоров с конструктивными собеседниками с другой стороны. Конструктивным собеседником Лукашенко не считается. Я вот тоже уже об этом говорил.
По-моему, он закрыт для переговоров тоже по собственным решениям. Это не потому, что мы тут упрямо отделяемся и открещиваемся от этого вопроса. Просто это вытекает из поведения Лукашенко, его политики, обусловленности менталитета, его травм, о которых я тоже говорил, особенно 2020 года, уровня зависимости от Москвы, много-много разных факторов. Но я думаю, конечно, это пока вопрос более веры, чем конкретных информаций, к сожалению, что в белорусских элитах, госэлитах есть люди, которые думают о будущем своей страны, конструктивно думают, что может это не совсем должна быть Россия как будущее и сотрудничество с Россией, а возможно хотя бы как минимум возобновление того, что было в 2020 году с Евросоюзом, что очень хорошо гарантировало, но может не досконально, как бы не в совершенстве, но все-таки гарантировало как-то независимость Беларуси, а теперь эта независимость под вопросом. Для таких переговоров Запад может быть и будет открытым. Но пока таких партнеров, собеседников не видно. Значит, незачем менять стратегию и не под кого. Я хотел бы вот ваше меркаванне з нагоды Анджэя Пачобута. Ўсё ж таки, чаму у Польшчы не атрымліваецца выцягнуць гэтага выдатнага чалавека, паляка по нацыянальнасці, ідэнтычнасці з лапаў лукашэнкаўскага рэжыма? Мала намаганняў, ці наадварот з таго боку Лукашэнкі надта вялікі кошт патрабуюць, ці ў чым прычына? Здесь возникают разные вопросы. Насколько Анджей Почобут, которому, конечно, желаю того, чтобы вышел на свободу, насколько Анджей Почобут является заметным человеком тоже в Москве. У меня создается впечатление, что Лукашенко, даже если бы хотел, допустим, что бы хотел, я тоже не совсем уверен, освободить, отпустить Почобута, или, ну, например, заключить какой-то договор устный или письменный, что Почобут уезжает из страны, что, конечно, было бы безопасно для Анджея, чтобы никакие приключения опять не появились и чтобы опять он не попал в тюрьму. Как на это отреагирует Москва? Открытый вопрос. Не будет Москва считать, что Польша, или с другой стороны, что Минск заигрывает с Польшей, и что ломает свои обещания, обязанности в рамках всех этих консультаций, договоров, которых мы точно не знаем, но догадываемся. Эти многие встречи Путин-Лукашенко, они тоже не только о погоде и о том, как красиво в Москве или в Сочи. Они там ведут конкретные переговоры, и я уверен, почти уверен в том, что они консультируют свои действия, свои совместные шаги против Запада, стратегию гибридной войны, все эти совместные действия, и миграционный кризис тоже, который является, по-моему, российско-белорусским действием, а не только белорусским. И как в рамках этого отпущения Почобута, насколько отреагирует и насколько спокойно отреагирует на это Москва. Это тоже надо учитывать. Мне кажется, что ожидания тоже у белорусской стороны завышенные. И тоже вопрос, они завышают свои ожидания от освобождения Почобута, потому что действительно хотят получить эту выгоду, или просто завышают, чтобы не договориться в рамках дезинформации и провокации, о которой я уже говорил. Здесь больше вопросов, чем ответов, к сожалению. А Анджей Почобут до сих пор страдает в тюрьме. Тоже подчеркну, к сожалению. Ну, я ведаю, что абмежаваны час у нашага гостя, таму на завяршэнне яшчэ одно пытанне, оно безумоўна звязанае з вайной ва ўкраіне. Першае, як вам бачыцца ўсё ж таки развіццё гэтай сітуацыі вайны в Украіне, якой для Польшчы вот бачыцца ўсё-таки фінал заканчэння войны, як вот на ваш погляд найлепшы, і калі гаворым про ўсё ж таки мірныя перамовы,
ці верыце вы у тое, што беларускі бок будзе на гэтых перамовах прадстаўлены і кім? Так, первая часть вопроса — это не совсем моя тема. Я не занимаюсь Украиной, но могу сказать очень банальную, очевидную вещь, что самым лучшим вариантом и для Украины, и для Польши, и для других стран цивилизованного мира было бы полная победа Украины, значит, сохранение или возобновление границы государства, так, как желают этого в Киеве. Но более интересным и для меня, как специалиста по Беларуси, является вопрос участия в мирных переговорах, потому что мы видим, и это может и являться каким-то парадоксальным явлением, но видим, что одновременно и демократические силы Беларуси, и режим стараются или идут в одном направлении. Но, конечно, до определенного момента это одно направление. Требуют, просят, намекают, это по-разному преподносится, чтобы белорусская делегация могла участвовать в таких переговорах. Или чтобы интересы Минска были представлены на этих переговорах кем-то, каким-то участникам. Это понятно. Белорусские элиты и в оппозиции, в эмиграции, и в Минске беспокоятся за страну. И, конечно, тут пути уже расходятся, потому что официальный Минск хочет поучаствовать в этих переговорах в согласованном с Москвой варианте. Конечно, они не действуют самостоятельно, но хотят сохранить тот уровень суверенитета, который на данный момент сохраняют. Возможно, думают о том, чтобы открыть впоследствии этих переговоров какой-то диалог с Западом. Это тоже, возможно, думают, но это тоже будет частью российской игры. И я бы не говорил, что Лукашенко готов и его окружение начинать самостоятельную игру с Западом. Они просто хотят проявиться на этих переговорах, чтобы страна не пропала. Но страна тоталитарная, чтобы там вовнутри страны ничего не поменялось, чтобы они не пропали, как госэлиты. И тут пути оппозиции и эти госэлиты расходятся, потому что демократические силы хотят участвовать в этих переговорах не для того, чтобы сохранить то, что в Беларуси есть, но это тоталитаризм на самом деле, а чтобы что-то поменять, чтобы, возможно, в рамках этих переговоров говорилось тоже о будущем Беларуси. И это, конечно, сложные вопросы, и думаю, что еще много работы, консультаций, разных конференций предстоит перед нами, чтобы о этих вопросах еще поговорить. Спадар Камиль, просяць мяне задаць вам яшчэ одно пытанне, оно датычна, можа быть, санкцыйнага ціску ці ўвогуле, как бы, можа быть, супрацы з беларускім грамадствам унутры Беларусі. Першы бок, калі мы кажам пра санкцыі, кажуць некаторыя как бы эксперты, людзі просто, што не до конца гэтыя санкцыі уведзеныя, што мол, каб сапраўды рэжым адчуў удар санкцыйны, трэба цалкам перакрыць мяжу, закрыть для ўсіх тавараў, якія ідуць там з Китая, вот это вот транзит такі ідзе і гэтак далей, што вот тады рэжым пачуе. Другія кажуць, што наадварот, што можа быць пагранпераходаў, трэба хаця бы 1-2 открыть, каб больш людзі маглі, простыя людзі маглі ездзіць, каб вот эта сувязь паміж нашымі грамадствамі падтрымлівалася, а не змяншалася. Вы на якой пазіцыі? Вот як вам бачыцца, як лепш супрацу налажваць? Я на такой позиции, что оба варианты возможны. И об этом говорил наш министр иностранных дел Радослав Сикорский летом прошлого года. Об этом говорят другие политики в Польше. Об этом говорится, что просто Лукашенко и его люди, белорусский режим в общих чертах рискует своей конфронтационной политикой, в том числе в рамках миграционного кризиса, в связи с этим кризисом, рискует тем, что действительно придется принять такое решение.
То, что теперь на границе очень мало мигрантов, есть даже сутки, по сведениям от наших пограничников, когда никого там не задерживают. Но это погода, это погодные условия, а не добрая воля Минска. Ни в коем случае мы такой доброй воли не видим, к сожалению. Потеплеет, и опять мигранты в большем количестве, ну, может, не хлынут, но появятся на границе. И это риск. Это риск, который сохраняется. И если Минск будет надавливать и накалять обстановку, это возможно. Но, конечно, я думаю, что всегда должны учитываться интересы белорусских граждан, людей. И если полное закрытие границы произойдет, мое мнение, конечно, только мое мнение, а не официальная позиция, должно это прежде всего касаться грузов. Грузовой трафик, грузовые перевозки, особенно железнодорожные, но тоже и дорожные, могут быть полностью перекрыты. Это будет такое, как говорилось однажды в разных фильмах, последнее китайское предупреждение Минску. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў польскі палітолог, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Каміль Клысінскі. Дзякуй вялікі, спадар Каміль. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарада. Ну і заходзьце на старонку Цэнтра ўсходніх даследаванняў. Там ёсць розныя аналітычныя допісы, запіскі, праекты, якія датычныя Беларусі і бачанне таго той сітуацыі, якая адбываецца ў беларуска-польскіх адносінаў. Таму дзякуй вялікі за размову, спадар Каміль. Да сустрэчы. Дзякуй, да сустрэчы.